слабого. Сам-то он не спился, как говорится, а другие люди слабоватые взяли и спили все. Поэтому ответственность, если брать, и мать, и учитель, или врач, то он должен задуматься, ну ладно, о себе не думает, пожалуйста, об окружении подумать нужно. Потому что культурное пьянство – это тяжелая форма алкоголизма. Это пьянство по праздникам. Я как-то в одну из школ приходила в районе и сказала, ну вы учителя пьяницы. Они так обиделись. Ну, прямо так и сказали, да? Да, просто Смело. немножко стимулировать, чтобы они проснулись, да? Они так оскорбились и все такое. Я потом им объясняю, говорю, понимаете, с точки зрения метода Шучко, если человек даже 1-2 раза в месяц выпивает, он уже считается пьяницей. Потому что культурное пьянство – это самое тяжелое. Потому что алкоголик, который лежит там на земле, он говорит, вот не пейте такими же, как я, будете. А культурный питейщик, он наоборот. Красиво сервировал стол, на Новый год шампанское поставил, запрограммировал свою семью, родственников. Дети это видят, да? Да, и записывается в подкорку. Потом он воспроизводит, но воспроизводит не просто так там по праздникам, а более усиленно. Геометрической прогрессии получается. Так что потом родители пусть не удивляются, если у них ребенок алкоголиком становится. На сам пример был. Ну да, это с одной стороны признак бескультурия, потому что человек не умеет праздновать, веселиться, он искусственно себе стимул делает. Вот это тоже имеет фактор такой, что это признак бескультурия. Но в наше время, да, вот вообще радует то, что, например, даже вот взять наш национальный праздник Исых, да? Раньше, если пьяных к вечеру было полным-полно, даже днем уже начинали пить. Радует с каждым годом, но, правда, 2 года уже у нас Исыха нет из-за пандемии, да? Но радовало то, что пьяных мало. В последнее время. Вот в таком массовом празднике, да? Вот то, что поголовно там на каждом шагу уже встречали мы пьяных раньше. Сейчас вот народ без праздничного настроения, все такие возвышенные, в красивых платьях, одеждах. Просто очень красивый праздник без большой пьянки. Ну, это результат же работы наших людей, нашего правительства. Здорово. И очень много было сделано, много законов было в нашей республике издано, да, по ограничению торговли алкоголя. Потом у нас 185 сел, которые полностью отказались от алкоголя. И то, что очень много общественных организаций, которые работают в этом, очень много людей силы на это отдают, потому что сознательность довольно высокая. И очень нужно благодарности, и люди должны об этом знать, что именно наша республика инициатором была движения трезвости. Сейчас от нас пример же берут. Да. Вот один из первых. Даже, по-моему, первая была, да, республика. Вот вопрос нам задали, Валентина Михайловна. Давайте мы уделим внимание, да, человеку, который задал вопрос. Если человек пьет почти каждый день всю свою сознательную жизнь, можно ли его вылечить и как? Человеку больше 60 лет. Ну, это тяжелая форма алкоголизма. Я хочу сразу сказать, что у нас есть заблуждение, что алкоголизм махнул рукой там за 1-2 дня вылечил. Этого, к сожалению, нет. И реабилитация алкоголика длится от нескольких лет до 20 лет. Вот. И причем реабилитацию нужно всей семьи проводить. Поэтому вот во время как раз пандемии я вот онлайн-курс по методу Шучко разработала, а еще 2 курса я разработала по созависимости в семьях. Членами семьи как работать, как реабилитации. Получается, что член семьи находится в тяжелом положении тяжелее, чем сам алкоголик. Потому что алкоголик-то в наркозе находится, а рядом-то человек, который не пьет, без наркоза страдает. И поэтому то, что вот человек это спрашивает, он явно в созависимости находится. Если он вопрос этот не решил в экстренном порядке за несколько месяцев или лет, да, то и так долго терпит это всю сознательную жизнь, то он находится в созависимости и в опасности, потому что чаще всего вокруг одного алкоголика 6 человек погибает или заболевает психическими заболеваниями, нервными, инсультами, гипертониями, онкологией, кстати говоря. И поэтому
Если ты не можешь добиться того, что человек не отказывается от алкоголя, нужно руки в ноги бежать, как говорится. Поэтому, Лучше бежать, да? да, потому что это же отразится на ваших детях, на внуках и так далее. Бесполезно, наверное, да, его уже... Ну, насчет бесполезности я бы не сказал, потому что это работа. На самом деле же человек оказался рядом с вами пьющий не случайно, значит, у вас какие-то тоже есть какие-то черты характера, над которыми нужно работать. Поэтому там это неоднозначно. Ну, эффективности наша, я вообще сама удивляюсь, что как-то, помните, человек пришел вообще запущенный и просился на курсы Шичко. Мы его не хотели брать, потому что, думаю, он толком-то ничего не поймет, потому что недавно из запоя, да? Но он начал ходить, и через 2 года приходил ко мне вот уже в Якутске на прием по поводу заболевания печени. И я была удивлена, что он восстановился, он закончил второе образование, потом стал начальником и так далее. Результаты были очень хорошие. И таких вот примеров у нас достаточно, поэтому нельзя говорить, что мы там запущенные формы не лечатся. Лечатся, если желание. Нет, но главное, человек сам сознательно пришел к этому. Но дело в том, что... Или помощь, поддержка тоже их поднимает. Во второй, третьей стадии сознательный человек не может прийти. Это поддержка нужна. Это, например, этого человека заставила как бы жена, она сказала, или ты лечишься, или я от тебя ухожу. Дается в угол, загнали, как говорится, и заставили. Даже вот так вот можно поставить вопрос ребром, да? Да, я написала статью, как заставить алкоголика лечиться. И поэтому есть заблуждение в том, что вот у нас сейчас демократия и так далее. В первой стадии человек придет лечиться, во второй, третьей стадии вряд ли. Поэтому нужно там целую команду создавать, чтобы заставить человека лечиться. Вот. Ну, очень даже полезная и информация. Так, если еще вопросы, можете задать, если кого интересует какой вопрос, да? Но еще хотелось бы, да, вот послушать, вы все сказали про приборы, да, вот общая направленность вашей работы, Валентина Михайловна, это диагностически-профилактическая же, да? Ну, вы много сейчас говорите, но я конкретно хочу спросить, вот, чтобы услышали все, да, вы используете новейшие приборы, которые могут заменить работу целой поликлиники. Да. Вы в такой вот коробочке носите всю поликлинику, я видела, вот на руках таскаете. Да, чемоданчик. Да, вот, пожалуйста, расскажите про этот экспресс-диагностику. Ну, я сама терапевтом проработала 15 лет в Черепчинском Улусе, да, и пришла к выводу, что человеку из района приедет, из Наслега, да, и пройти обследование, там неделю надо жить, ходить на анализы, все такое, просто тяжело. Хозяйство бросил туда-сюда, сенокос и никак. И тогда начала искать методы, которые в течение часа-двух можно полностью определить, в каком состоянии организм. И тогда я познакомился с иридодиагностикой, это диагностика по глазам. По радужной оболочке там смотрится, в каком состоянии радужная, и определяется. Там можно даже определить обмен веществ какой, когда болел человек чем, наследственность какая, какие сосуды, позвоночник и так далее. Это иридодиагностика. Дальше такой аппарат, небольшой портативный, это аппарат Фоля, Вигатест. Он по точкам пальцев определяет функциональное состояние органов и систем. Это, например, печень больна, не больна, почки больны, не больны, в каком состоянии пилонефрит или гломерулонефрит, или там камни в почках, или желчные камни. Потом мы определяем микроэлементы, витамины, недостаток, и сразу подбираем, какие витамины нужны, продукты какие нужны, аллергию на продукты. Нервную систему определяем, где поражение имеется, тот же зрительный анализатор, что именно поражено, уши, если смотрим, например, барабанная перепонка или нервы, или еще что такое. Ну, много, где-то 1000 тестов проводится в течение часа-двух, и потом сразу назначается лечение. Вот словами так не передашь, это прямо человек, когда приходит, мы показываем. По первому вопросу вам сказали спасибо. У нас еще 2 вопроса. Почему, когда человек пьет по праздникам, он пьяница?
есть же культура питания, он же не напивается каждый праздник. Ну, это вот про культуру, наверное, как спросили, Ага. да? Ну, для человека, который это спрашивает, для него же такая информация как бы новая получается, да? А просто по статистике, когда изучали, почему, например, в семьях, где по праздникам пьют, вдруг оказывается много людей, которые алкоголиками стали. И оказалось, что один культурный питейщик, он по-моему, за 17 лет культурного пьянства подталкивает и программирует на алкоголизм 7-8 человек. И вот до 10 человек становятся алкоголиками. Поэтому назвали это пьяницами, потому что человек начинает с рюмочки, с маленькой дозы, да? И в результате у нас, например, за 2-3 года может алкоголиком стать, а на южные люди, они за 10-15 лет становятся алкоголиками. Вот, поэтому и пьяницами называется поэтому, потому что алкоголь сам по себе это наркотик с самого начала. И если ты выпиваешь по праздникам, с точки зрения метода Шичко, термин такой есть пьяница. У нас много разных терминов. Я даже специально термины принесла, думаю, кто знает, например, что такое алкогольное опьянение, там, еще там, что такое внушаемость, вот, благоразумный трезвенник и так далее. Мы же много этих терминов не знаем. Если бы мы эти термины знали, то вряд ли стали пьяницей. Мы если бы знали, что культурное пьянство – это тяжелая форма алкоголизма, и что культурный питейщик – это пьяница, мы бы не стали пить. А раз не стали бы пить, то и не стали бы, дальше или наши родственники и родные не стали бы алкоголиками, или мы сами. Потому что жены, которые ко мне приходят, мужей своих лечить, да, я говорю, вы же в молодости же по праздникам начали же употреблять-то. Да, говорит, и ставили. А если бы поумнее были бы, с молодости уже бы это дело прекратили, и сейчас бы я к вам не пришла, говорит, лечить своего мужа. Они это понимают. Поздновато. Поздно, да. Поздно, да. Поэтому надо на курсы приходить. Курсы онлайн у нас имеются. Обращайтесь, там полная информация будет. Тогда уже понятно будет, почему же это культурное питейство тяжелая форма алкоголизма. Ну, к вам в основном кто приходит за помощью? Я вот где-то, не где-то, а вообще, вот, оказывается, к вам школьники тоже обращаются же, да? Старшеклассники, молодежь. Так у меня же основная, я вообще врач-терапевт, базовое образование, а так я изучала психологию, психотерапию и психосоматику. И основная масса, где-то 80%, 90% у нас приходит же на диагностику, на лечение общих заболеваний внутренних, да? А от алкоголя приходят мало людей, не так уж много. По разным направлениям получается. Да, по разным направлениям, да. Так, еще есть вопросы у нас. Сейчас откроем. Так, почему, когда человек пьет по праздникам, он... как записаться на курсы, спрашивает Валентина Михайловна. Ага, на курсы просто нужно позвонить. По какому телефону можете сказать? Да, 8 914. 8 914. 2. 706. 890. 890. Ага. Но если что, номер мы записали, можете нам позвонить в библиотеку, да, и узнать. Так, Сахалар, почему не умеют пить? Дело в том, что у нас у северных народов же более сильным алкоголем употребляют это водку, спирт. И оно очень здорово, резко человека, деформирует, уничтожает, он же крепкий. И это, во-первых. Во-вторых, у нас фермента такого почти нет, алкоголь дегидрогеназа. Наш народ-то раньше не был выпивающим, поэтому не выработал антитела. КМС свою лепту никак на организм? Есть же там какая-то доля
алкоголя. Кумыс, если правильно сделан, то Мгм. там он не алкогольный. Но дело в том, что сейчас в кумыс добавляется сахара и прочее, то там А, алкоголь, конечно, видимо, Тогда в есть. Да. древности наши прямо очень такой натуральный этот кумыс Да, пили, без там же всяких ферментов всяких. много было. А Мгм. сейчас, не знаю, там же специально жилы лошадиные, там, оленины Мгм. ложили, это значит Мгм. ферментацию проводили. Вот. А сейчас очень проблематично с этим сказать, что там, если проверить, наверное, как алкогольный пойдет, скорее всего. Ну да, сейчас Мгм. говорят, что там все равно Мгм. какая-то доля есть, что говорят, Мгм. даже эти гаишники же Проверяют, да? проверяют и Мгм. находят же алкоголь Мгм. в Ну, организме. вот по поводу этого, есть люди же как бы хотят расслабиться и так далее, но это расслабление, оно чревато дальше потом. Алкоголь через 2-3 дня из организма уходит, Мгм. расслабление уходит. И проблема, которую он хотел решить, она с большей силой ударяет. И получается, что нужно научиться расслабляться другими способами. И часто это физические упражнения, прогулки. Есть такое простое упражнение, прямо вот я расскажу, что если у вас какой-то стресс, если вы поссорились или вам плохо, да, прямо на улицу выходите и гуляйте. Минимум 2 недели подряд вечером по 30-40 минут гулять и смотреть по сторонам, если есть возможность, ну или просто гулять, да, до тех пор, пока ноги не заплетаются. А заходить домой только тогда, когда появляется второе дыхание, когда бодрость появилась. И вы заходите домой и сразу ложитесь спать. Вот самый простой способ избавления от стрессов. Мгм. Вот. Таких способов много. Можно просто горячее молоко с медом попить, ноги горячей ванны солевые делать, упражнения какие-то делать, музыку слушать, пообщаться по телефону там с друзьями и так далее. Значит, нужно уметь помочь самому себе. А не пить вот эти лекарства, да, антидепрессанты, Да, там да, да. лучше вот помочь себе Мгм. таким простым Ну, здоровым образом да, и прийти, лечения. может быть, к врачу. Вот, ко мне же приходят на тестирование личности человека, да, и я Мгм. помогаю разобраться, почему так, почему, как помочь можно. Часто бывает, что, например, заболевание щитовидной железы же тоже нервную систему поражает. Да? Человек Мгм. такой возбудимый, нервный, а у него шизофрения. А он говорит, я вот такой у меня характер. Я говорю, у вас не характер, у вас нехватка йода. Вот мы сейчас йод вам дадим, и вы успокоитесь, и нервная система ваша укрепится. Или нехватка витамина В1, например, и так далее. А, Поэтому нужна консультация специалистов и помощь со стороны. Сам себе человек часто неадекватно относится, не знает самого себя. Вот. Очень интересно. Мгм. Так, ну, вопросы есть, да, Валентине Михайловне? Насколько интересно, я не знаю, вот заинтересовала вас вот такая информация? Ну, Ну, какой вывод можно сделать? Какой вывод да, можно сделать? про витамины говорят. Мгм. Это почему-то... Повторяется. Мгм. Почему-то, Попросите включить, что-то говорит. не Дважды на знаю, левую сторону кнопки для выхода. голос какой-то Ага. появился. Что-то мы не так мы включили, видимо. Ага. Может, у него вопросы есть. Ага. Мария Ильинична, алло. Она отключилась. Bir habet ikisel hicrettir. Ergitan ağalan yetminler.